В Зимнем саду администрации главы республики за чашкой чая Нузбек Евкуров и первый заместитель министра строительства ЖКХ России Леонид Ставицкий встретились и побеседовали с женщинами Ингушетии. В процессе общения глава республики поздравил представительниц прекрасного пола с праздником, поинтересовался их делами, обсудил планы на будущее, а также отметил роль женщин в современном обществе. Нузбек Евкуров оценил вклад женщин в укрепление института материнства и детства в республике. Он отметил, что благодаря их гражданской позиции Ингушетия занимает одно из лидирующих мест среди регионов страны по уровню рождаемости. Я хочу пожелать вам счастья, любви, всего самого наилучшего. И, конечно, пожелать вам самое главное, наверное, стабильности, спокойствия в семье, чтобы у вас все было хорошо, чтобы меньше болели детишки, родные, близкие. Но и вам, пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо за ваше активное такое участие во всех мероприятиях, которые мы проводим, за ваше активное участие в сфере и работы в наших национально-культурных автономиях и, в том числе, и воспитании и подрастающего поколения, в целом обеспечении того спокойствия и межнационального мира и согласия нашей республики. С праздником вас, всего благ и здоровья вам. Уважаемые наши дорогие женщины, я очень рад, что мне предоставлена возможность вас поздравить в преддверии праздника. Действительно, у нас рабочая встреча, мы объезжали сейчас социальные объекты, смотрели, как идут стройки, чем помочь республике. И, конечно же, все то, что сейчас создается, все строится для семьи, для людей, для детей. Всем хочется жить в достатке, в нормальных человеческих условиях. И мне приходится по своим функциональным обязанностям бывать от Калининграда до Камчатки, до Сахалина. И могу с уверенностью сказать, что вот все, что происходит в стране за последние годы, волей нашего президента, волей правительства, региональных руководителей, все делается для людей. И очень много. Не так быстро и не так, как хотелось бы, но всегда желания опережают возможности. То, что я увидел в республике, оно не просто вселяет надежду, а уверенность в том, что через несколько лет все будет гораздо лучше. Собственно, человек живет верой, надеждой и любовью. Вот в преддверии праздника женского, это самый светлый праздник, вот, собственно, мужчина живет только для того, чтобы женщина улыбалась, чтобы ни одна слеза не скатилась из ее глаз. Это цель нашей жизни, чтобы радовались наши дети, росли здоровыми, крепкими. Я хочу вам пожелать всего-всего самого доброго, побольше любви, побольше улыбок, побольше счастливых дней. Вы этого, безусловно, заслужили.